Полная самоизоляция. Пятничная молитва отменяется, а в Яндере определили ограничения для сельчан по религиозным обрядам. Имбирь по 4000 рублей, а чеснок за 400. Не во сне, а на прилавках магазинов региона. Кто наживается в период всеобщей сплоченности и взаимовыручки? Отмена комиссии банков, индексация пенсий и мат-капитал. С сегодняшнего дня вступает в силу ряд новых законопроектов. На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. В начале выпуска новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заражения. В общем, по стране заболевших уже 2777 человек. Почти половина из них – люди моложе 40 лет. Среди них 29 детей. Все они находятся под наблюдением медиков. В нашем регионе ситуация более оптимистичная. Случаев заражения не выявлено. На данный момент есть всего один человек с подозрением на вирус COVID-19. По тем обследованиям, которые делались по контактным, близким контактам с человеком, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию, все тесты отрицательные. Сам он находится в удовлетворительном состоянии, госпитализирован, в стационаре находится. Полностью все меры лечения, наблюдения, которые должны быть проведены, проводятся. У нас есть еще несколько человек госпитализированных. Те люди, у которых были в контакте с приехавшими из-за границы, или те, которые были в контакте с приехавшими из Москвы, и у которых была какая-то респираторно-вирусная симптоматика, люди с подозрением госпитализированы. Сейчас идет постановка тестов, так что, возможно, из среды этой группы заболевших тоже могут быть подозрительные. То есть это идет уже рутинная, постоянная работа, системная работа. У нас есть люди, которые находятся под наблюдением. Они должны находиться 2 недели под наблюдением. У этих людей трехкратно меряется температура. Медработники их трижды посещают, наблюдают за ними. Пока изменений нет, температуры нет. Сколько средств выделено по линии Минздрава на борьбу с коронавирусной инфекцией в Ингушетии, также о медицинском оснащении больниц республики и отдельно касаясь регионального бюджета, о лекарственном обеспечении региона рассказал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Надо отметить, что в нашей республике одним из первых в стране штаб под руководством главы республики был создан 3 марта. Уже 17 марта были введены меры предупредительные в более строгом порядке. И в этой ситуации самое главное выиграть тот, кто заранее подготовится. Поэтому на сегодняшний день по нормативам, что в нашей республике должны были подготовлены быть 253 койки, подготовлено 403 койки для приема больных. Для информации, это первое, это Назрановская районная больница. Значит, развернуто 410 коек для взрослых. Надо отметить, что в основном все койки эти проведены к ним доступ кислорода, потому что кислород является основной вещью лечения этого заболевания. Второй адрес – это у нас республиканская клиническая больница. Там мы развернули на 30 коек для детей. Оба здания охраняются Росгвардией. Также подготовлено у нас 4 обсервационных центра. Это центры, если в случае вспышки инфекции, это увозятся больные на удаленное расстояние. Там тоже подготовлено порядка 120 мест. Из регионального бюджета на это выделено более 8 миллионов. Закуплены лекарства. Рекомендации по профилактике доведены до всех медицинских работников. И хотелось бы обратиться к жителям, чтобы люди понимали, как себя вести. Если есть либо какие-то подозрения, никуда ходить не надо людям. Самое важное, никуда не надо ходить. Надо либо вызывать участкового врача, либо скорую помощь. Приедут к вам и уже тогда определят степень болезни. И тогда только врачи определят и скажут, нужно ли проходить вам эти исследования на коронавирус или нет. Анализы будут браться в индивидуальном порядке. И дальше уже принимается решение. Поэтому на сегодняшний день ситуация под контролем. Значит, у нас всего есть 1 человек, который находится по подозрению в этом заболевании. На сегодняшний день диагноз его не подтвержден. Просьба, и глава ее не раз высказывал,
людям находиться дома, как можно меньше контактировать, учитывая и вероисповедание, учитывая национальные традиции, свадьбы, похороны. Мы заботимся о здоровье всей нации. На сегодняшний день у нас есть хорошие примеры помощи. Надо отметить волонтерское движение. Даже наши сами учащиеся техникум топливо-энергетического сами по инициативе лишили маски и 1000 масок передали республиканской клинической больнице. Даже это говорит о том, что это народная борьба с этой инфекцией. Поступили денежные средства из Москвы в рамках этой борьбы в республику 151 миллион рублей. Значит, эти средства пойдут на закупку так называемых аппаратов ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Мы на сегодняшний день подготовлены, у нас их 47 находится. Еще будет закуплено 33 таких аппарата и аппараты КМО. Все врачи у нас дежурят сутками, они все защищены. Затем смена закрывается, приходит новая смена через шлюзы. Все врачи проинструктированы, поэтому, конечно, мы благодарим их за эту очень ответственную работу. И также благодарим жителям за понимание того, что приходится некоторое время потерпеть и находиться в домашних условиях. В ближайшие дни в связи с карантинным режимом будет ограничено движение общественного транспорта. Какие маршруты доступны населению и о новых правилах передвижения как по республике, так и за ее пределы, рассказал исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития региона. Уважаемые жители Республики Ингушетия, доводим до вашего сведения, что в исполнении указа главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года номер 49 о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в целях ограничения распространения этой инфекции и в интересах защиты здоровья населения республики, Министерство промышленности и цифрового развития доводит до вашего сведения информацию о проведении ряда защитных мер на период с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Первое. Приостанавливаются любые автомобильные пассажирские перевозки на межрегиональных маршрутах. Второе. Максимально ограничивается деятельность пассажирских перевозок городского и пригородных маршрутов. Для лиц, осуществляющих профессиональную деятельность во время действия режима повышенной готовности, будут задействованы дежурные маршруты по временному графику, о котором будет сообщено дополнительно. Просим вас воздержаться от поездок в общественном транспорте в данный период и не покидать свое жилье без экстренной необходимости. Пандемия диктует нам свои условия жизни и поведения. В целях недопущения распространения вируса в стране запущена масштабная акция «Сидим дома». Это касается всех и каждого. В Ингушетии объявлен карантин, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе и религиозных. Пока эпидемиологическая ситуация не нормализуется, старейшины села Яндари определили ограничения для сельчан. О вынужденных мерах Зелимхан Калоев. Азан сейчас звучит по-другому. Вместо слов «Хая аль-ассаля» «Спешите на молитву» стали произносить «Ассаляту фи буютикум» «Молитесь в своих домах». Сразу после муллы не выходить из дома призывает глава села. Старейшинам Яндари пришлось принять вынужденную меру. Отныне мюриды села не будут собираться на зикр. Такого до наступления пандемии еще никогда не было. По-другому будут проходить и поминки. تاخن وان بيان سج ويرت خليه تسجع غديهن فرز عملية فرز كفاية عملية سنة عملية حشقة عملية إز فرز عمل قاحدي هن تولين سجع دقلا مزيه دقلا مز درل صودي هن إز دقلوش دري تدقى مرشي دولاري إز دقى دولار فرز عمل قا عمل يولجيه فرز كفاية يولجيه عمل عملية تولين سجع
تو كوار ولي يورتر ديهن تركي بورميس بولج وشقسك دعوها تو ودنش سجي قاتشن بولب از سك دعول يعني مردج دعت بولخش ات ازر ذكر مخين مخ بيجي دت خوان سغا القوز ات ازر ذكر مخين مخ دبيق بيقات خي بولج ناخا المحبي تابو صار تخون يخبر محلوج يبوق حباب حوي باش تيبر او حويك الوحون داخل الميل دقيق بي حويك الوحون ياخش از ون سغا المخ صار قابل به حيسا داخل دقيق بي دقيق بي تابو يمن تخ صار داغجا تاق اشتمت جاي قوا ولازلك ازي لوردلر نخ لوربلر حش دولش ناخ تايت بي بار امالج بدوتي ونا سنا دوش تغيترج بو تكون وحما دوش خيت تكون وانا لازر دولك جوج موديا وي فنا دوتي جوج دقي لازر دي بالب يا بالا غيرك ازي داداي دوش دا اتلش متك حنيسلي جي. Этот шаг дался им нелегко, но что поделаешь, время нынче опасное, а здоровье людей превыше всего. Старейшины села первыми решили не доводить ситуацию до крайности. То же самое призывают сделать и других мюридов, проживающих по всей республике, поскольку в некоторых селах до сих пор продолжают собираться на зикр. هم قلبش الدواش سجون سجي بوخ قلبش بواتش دي هن حد يحكي دي هن مثل إيش مقدوش هم دير دي هن هنياش بيسجل بخسجل بخوا سجوا عشرة توم ستيرش بعبه عدد دير لازم عدياش دي هن ويخنش تبار دي هن وينهض عم يحكيش ويخنش تبار عود دوي عهوه إيش تقدر قاس دي هن محكوش دي هن ورلي قدر قاس وعشان مديت لي قدر قاس. Береженного Бог бережет. В Яндере сознательные жители. На улицах никого не встретишь, тут только изредка проезжают машины. Религиозные деятели в один голос призывают не выходить из дома и носить защитные маски, вопреки мнениям некоторых людей. حشر يعني ده تيجي بقى وروح يعني تجدي هن سو عمر أصحاب وإيليات وهمنه يعني تديك ده تقعش دوا دات يعني تناهم تنس إزم ألنجي تاريخ تناقص تناقص يعني ديال قيلة ود والقع ديال قيلة غير ديال قيلة وق والس يعني عمرس هن الجوين ده لوردلر ده وي حال عبا هادي وي ديدي هن سو أمو أديش وين مثلا الخوج دق إز مالغر كشمش دي موجش واش وسك حلوة والش تجوسش خنو نجاسين ودعدي عندك يا خالشي يوح ناهايقي عشوي ناهايقي واخش خنو. Без массовых скоплений. Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции духовенство рекомендовало жителям отложить свадьбы. А если дата назначена, перенести ее, пока ситуация с вирусом не нормализуется. Пандемия меняет все, внося свои безжалостные коррективы. Двери мечети закрыты. Это еще одна вынужденная мера в целях борьбы с распространением коронавируса. Решение было принято на совещании имамов и духовенства республики, на котором решили закрыть религиозные учреждения до 6 апреля. Пятничная молитва на этой неделе не состоится. Закрыты также медресе. Состоятся ли молитвы на следующей неделе, будет зависеть от эпидобстановки. Зелимхан Калоев, Адем Далаков, Новости 24. Тем временем уже в большинстве субъектов России, в том числе и в Ингушетии, ввели режим полной самоизоляции. Правда, находятся и те, кто пренебрегает правилами профилактики. К сознательности жителей призывают политики, общественные, научные, религиозные деятели, журналисты, старейшины и даже дети. Они обращаются к населению с просьбой не поддаваться панике и не нарушать карантин. يرقيت ديش واش كي اخر ديش تغن ويتصغ دياغتش واش تصغ داغ يا اخي لازج دايح دورج سديش بس خنوج الله دوق واش ديك دول تسخوج دوي نقع سن اسم ويتصدوي اج لازج جوي ويتصغ تشي قحوي ويقبوش ناخك اج دعتي لي اج دورج دوي الله حالش كوي بيحكي خدات اخيت جدوي وقول حيتش خل حاقلي خل لورلي أي مليل مليل بيخ ولق دواش مهتي بيخ بولش بواتش وبيخ خوب بولش بيخ خوب بواتش مسنا واش مليل يعني إلش وعشر ديتلر كيز خليت يعني إلش ما يجيش على عم قيلا ديبي تلوق قصقت وخلمش يشمشي بوزوسق
رزدي وخي شات ساخر يعني أزل وخ بالمبي ودري الدنيا تبينر بقولوا شاش لورلي إل شيء لورلي ده حلزج مدورش ده عاش بيحكي قدوي بس خنوش الله مكت داتسوين والله مكت داتسوين ده الخوات الدوي كون قيمة دينا اللهم يوغي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة شيء كل جسر شيء دير مش هلك مدي سع شوزلخ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما شيء دير مش هلك مدي الله شو سقهيت ميوغي بيك أحق ويوعش دول دي شخلر آل دي شندا آل ويتزاغ لزر سقها أر حج نقع سندل يدين دا أر صداقة ويلق إيش دوارش سدي ويلورج وين تغن درب دي يجبوانخ ديال برميتسا سان موق داتشو يلزر لزر يختوخ وين نقع سندوق غوتس دوي سان موق داتشو ازدريقنين دادح وساحتي بواق قبال قبوين وساعد يحكي دو دوي مديلش بقول مديلش بوصل بيجري يجري دال دوق دوغ ديشو دال ظلم لور ديشو مديلش وي كلجش ثاني واش ظلم درغ دي لور دال ديزو دال خوات دويك وي ارليوش بيرش شدك هنليلش مسنا ار هنليلش اي قم دي صار خوان سان برحيج مديزوي دي همدواتش نقع سن اوز ما سوي دي انزرجيني خولي وي نخزر زيت بوي قال خردود داتسوي ميلشوغ ويني او تي دي خردوشوغ بوقل حاقلي خل دوغلز خل او امتا بيحكي بواش بوانخ تحق قنع دواش بوانخ واش ارلين واش كي اخر تسدش دال يا اخر تسدش بيمون يا اخر تسدش واش كني حقيق ديش يعلور يا اخر تسدش بيحكي بواش ناخا مين تغباش بوش تعميس كاش لازر شدا حدوي از دادرش نين چاق دوق قدر جدس سيق در جدس لورلي دال دوق دوق ديشو ماشا خلشان مخكوي يجري ويجري دريجة يرجع ديوني كورزق ديانت وكورونا فيروس ياخدش اونو خير ديا باش halkı dazılışdak oluşlat gordiş şoy dazılışdak oluşlat aeroportış dak aylay satsanaha hayatı دقم بخوي شوش با предприятия заводиш фабрикиш قطبان بخوي شوش اجدق اولجلات مسنا карантин яхж до дошт хахлыш мелдер ак вей фуди дизелтир وها تهن اتاش حلدش سوخات شوي لردال ديس دين ابوس حقيقجلات وخ اتاش حلته هار سگو شي ديزج دوهم وش خلها ماجدات شي ديغا صن الله تير شي چواچ بوهم الله بر شي ديزلش صن الله تير صن الله تير مش ياحج دالش ميكروبيا بتصيلا سكگيچ هملياغا ديزفekسي يش وج يرجك يواتش سوسير ازدتن كشتير دولج دو معا وش درجة حدي خلها ماجدات حدل دولج هماجد ساقدة كشتير دولج دو هم ها نخ شويت تقل شو سترية يرتقي غلق دواتش دي هون doch غلق سيئتش دي هون شي صغر عارف يعني قشع داتسو شي صغر سترة صغر ستر سكو شينه غلق دو ناخا غلق دو هني alçı غلق دواتش is حاشل داود çıkarını şi daş vurdu jolcuk az diesel işte acıl xoy xattı saga mosaga veylamış da çıkanı unuj doğaş xanıt sudaha veyni go galaştıq latijwa melh kaşmış sak şi smoguş mahal şi smoguş xalli شي سموش خن شيخ لزر لثات يعني دقبو بيشي سقوا شين اتنا هدلي شيتنا هدلي قيتنا هدلي قاش حايتي ميلكاش اشودش خنوس خنوس شي ديخ بحني شي دي جلشتق شناخا دي ظلم درج دوتش از جو داخم ما عندلش هم استهان شوي اللورل دي
ويحقيسا ويتاهن كشمش أشتغ ديزش داتس وين جترك ألدسش لاتش بليسش دربن ديجو مهتجي سدخت سش وين درب ديد دشاشت موجش شاشت خوجا تحر أسفاد در ألشة كيرتير در لوردلده اگر کرونا ویروس لاقا یا ویروس یشوا قیرم یاخش بهم نه بقول قیرم لیدش قیرم و کفر وحقات ساسق وقت اودیالات قیرم و دقنخ عجل بوجش متدیه قیرم لیدش قیرم لی لرلی شو لرلی دالور ددخش دالور دالش. Руководство республики предпринимает все необходимые меры для предотвращения коронавирусной инфекции. Прошу жителей нашей республики ответственно подойти к своему здоровью и здоровью окружающих. Спортсменам, которые готовятся на крупные значимые мероприятия, не прерывать тренировочный процесс и проводить тренировочные занятия в домашних условиях до снятия карантина. Да мочама лор долбе, да вы мог мочама лор бол, да борца долбе. 4000 за килограмм имбиря, 400 за чеснок. Изрядно подскочила и цена на лимон. Это своего рода антивирусная категория продуктов, но только по мнению не инфекционистов, а самих же потребителей. Больше самого коронавируса пугает стоимость некоторых продуктов питания и беспечность торговцев. Кому пандемия, а кому возможность подзаработать. Слухи и фейки в интернете повышают спрос, который, как правило, рождает предложение. Предприниматели набивают карманы, страдают простые граждане. О мародерах в законе. Репортаж Тамары Хашагульговой. Последний оплот малого бизнеса. Для кого-то товары первой необходимости – это способ нажиться. Покупателей становится все меньше, зато цены на некоторые товары растут как на дрожжах. Реакция в социальных сетях тоже не заставила себя долго ждать. Ведь теперь придется раскошелиться за лимон, который еще месяц назад стоил 30-40 рублей. Рублей платила, стоит теперь 80. Сколько стоит? 88 рублей, да. Такой же скачок произошел и на другие так называемые антивирусные или иммуностимулирующие продукты. К примеру, за чеснок сейчас придется выложить в среднем около 400 рублей, а за заморский имбирь в 10 раз больше. Вместо привычных 250-300 рублей – 4000. Эксперты связывают такой рост с тем, что овощ завозится из Китая и других азиатских стран, поставки из которых снизились. Но даже кусающиеся цены не преграда для покупателей. Хасан Чиджоев в Магасе живет уже 8 лет и в этот магазин приходит регулярно. Заметно это лимоны подорожали еще. А вот насколько подорожали? На сколько рублей? Рублей на 50, наверное. А в целом дефицит чувствуете каких-либо товаров? Нет, дефицита нет. Дефицита нет, это однозначно. Однако такой скачок наблюдается не на все продукты. К примеру, в столичном супермаркете местная морковь обойдется в привычные 30 рублей. Примерно столько же стоит и местный картофель – 25-35 рублей. Что-то, конечно, да. Там лимон и имбирь, это да, само собой. А так особо здесь, во всяком случае, не почувствовал. Скачок цен на некоторые товары продавцы объясняют просто. Поставщики поднимают цены, а повышение закупочной стоимости, в свою очередь, вынуждает делать небольшую надбавку. Сами же торговые предприятия даже не думают наживаться на эпидемии. 5.03 лахтимах. Дата, видите, вот стоит. 15.01 месяц, 20 число. Цена не изменилась. Она как стоит, такой цухан, а вот 5 пар лахтишь. Поэтому цены абсолютно, ни одна цена у нас не изменилась. Вот видите, как они пришли. Новинка шхатьеч, новую поменяться. Мы давайте цены. Цены сдаться, даты сду меняться, но цены остаются те же самые. Вот как они шли, вот так они идут. Примерно такая же ситуация и в Карабулаке. Ценники на самых популярных товарах – крупах, молочке, растительном масле и так называемом борщевом наборе – тоже остались прежними. Что можно сказать по мониторингу цен в городе Карабулак? Цены практически невысокие, как и были, остаются на том же уровне. Да, когда-то первоначально были от поставщиков поднятия цен, но они урегулировались и там с поставщиком, и здесь вопрос был решен. Решался между владельцами торговых точек и поставщиками. Это вопрос решен. В данный момент цены нормальные.
Жадность некоторых горе-предпринимателей зашкаливает за все рамки дозволенного. Пока одни сплотились в борьбе со всемирной эпидемией, другие на почве всеобщей паники все-таки решили нажиться. Радует лишь то, что таких меньшинство. Тамара Хшагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Ответственные и сознательные жители республики прислушались к просьбам властей и остаются дома. Известный журналист Хава Абадиева прислала в редакцию нашего телеканала видеоматериал, где показывает, как она проводит свой досуг во время карантина. По ее мнению, каждый житель республики просто обязан в этот сложный период оставаться дома и таким образом не просто облегчить работу медиков и властей региона, но и обезопасить себя. Репортаж Светланы Томовой. В обычные выходные мы занимаемся своими домашними заботами, но не всегда хватает этих 2 дней, чтобы справиться с накопленными за неделю делами. Сейчас же, находясь на карантине, у жителей появилось больше свободного времени провести его в кругу семьи или же взяться за незавершенные дела. Хава Абадиева вместе с семьей проводит время на карантине с пользой. Кажется, вот эта вынужденная мера, которая принята государством на самом высоком уровне, заставит нас задуматься о многом, беречь окружающую природу, заботиться о ней, больше быть внимательными друг к другу, больше беречь свое здоровье. На карантине малыши тоже не теряют время даром. Одни танцуют, а самые маленькие, например, учатся азам программирования. Карантин. Работаем на удаленке. Селим решает важные дела. Внучки же Хавы Абадиевой на своих каникулах учатся кондитерскому искусству. Детишки с удовольствием проводят дольше времени со своей бабушкой. Нашлось на карантине время и на то, чтобы посмотреть архивные домашние записи. Вот это я плачу. Мама, вот это я. Это ты плачешь? Да. В такие редкие дни, когда вся семья может одновременно оказаться дома, хочется больше общаться и проводить время вместе. А сварить мясо в саду на костре – это вообще святое дело. Внимание к себе требуют и домашние животные. С ними можно отвлечься и забыться. Но время, уделенное внукам, ни с чем не сравнимо. Хава любит рисовать с ними и читать детский журнал на ингушском языке. Дорогие родители, бабушки, дедушки, Диана, Неннан, все давайте уделим внимание нашим детям. Давайте перелистаем с ними наши старые альбомы, покажем фотографии, расскажем свою родословную. Также Хава Абадиева призывает жителей республики оставаться дома. Убедительная просьба ко всем тем, кто живет в нашей республике. Будьте осторожны. Прежде всего, оберегая себя, вы оберегаете самых дорогих для вас людей. Своих родителей, своих детей, своих внуков. Вот моя задача, чтобы ни один из моих внуков, внучек не заболел. Это самая главная задача. Вот о чем я беспокоюсь и больше всего я переживаю. В социальных сетях развернули целый флешмоб, где советуют, как с пользой провести свой досуг дома во время карантина. Здесь вы найдете всевозможные лайфхаки, как заняться спортом, погонять велосипед по дому, если, конечно же, площадь позволяет, поиграть в теннис. А упражняться в пении советуют на балконе, особенно если ты оперный певец. В общем, заниматься на карантине можно чем угодно. Психологи поддерживают и предупреждают, чтобы не впасть в депрессию во время самоизоляции, важно соблюдение режима. Делайте все те же привычные вещи, что вы и делали в повседневной жизни. И самое главное, наслаждайтесь общением с семьей. Светлана Томова, Новости 24. Сотрудники Назрановского отдела МВД провели обход самоизолированных граждан. Вернувшиеся из других регионов жители Ингушетии находятся в домашних условиях, соблюдая карантинные меры. Проживающая в Назране студентка одного из вузов Москвы с самого приезда в Ингушетию в связи с предпринятыми мерами предосторожности поддерживает строгую изоляцию. Таких семей, как отметили правоохранители, по городу более 100. Комиссией планируется посетить еще около 30 семей. Аптека, улица, фонарь, тишина и никого. Ингушетия на карантине. Жители уже в редких случаях выходят на улицы за продуктами и лекарствами. В период всеобщего строгого домашнего карантина каждый, кто придерживается правил самоизоляции, можно сказать, герой, спасающий себя и окружающих от опасного заражения. Провести это время можно еще и с пользой. Хава Гагиева продолжит.
Деревянные лавочки одиноко стоят в сторонке, а в игровую грушу некому ударить. Однако приятно наблюдать за тем, что люди не только переживают за собственное здоровье, но и других не подвергают опасности. Кто бы мог поверить, что настанет время, когда человек сможет спасать Землю, сидя у себя дома на диване. Но сейчас это возможно. Большинство людей все-таки поняли, что таким образом спасают себя и своих близких. На улице можно встретить только редких прохожих, тех, кто вышел в ближайший к дому продуктовый магазин или аптеку. В принципе, вообще не выхожу. Просто хлеб нужен, ну и кое-какие продукты. Карантин проходит спокойно, дома. В принципе, изолировано. Торговые центры, кафе, кинотеатры и музеи закрыты. Работают только магазины с товарами первой необходимости. Выходить можно лишь за продуктами или для выгула домашних животных, на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Но все же обязательным фактом является наличие, так сказать, главного аксессуара этого сезона – маски, которая является барьерной защитой от заражения коронавирусом. Однако среди населения найдутся и те, кто не видит в них необходимости, ссылаясь на возраст или прочие обстоятельства. По мнению жителей республики, у самоизоляции есть не только плюсы, но и минусы. К примеру, стрессовые состояния, которые провоцируют внутреннее напряжение, особенно у тех людей, которые привыкли жить активной и насыщенной жизнью. Однако многие соглашаются с фактом, что с таким образом жизни работа на удаленке и дистанционное обучение дают возможность выспаться, правильно питаться и больше проводить времени с семьей. Сижу дома, не ухожу, соблюдаю все меры безопасности. На работу не надо, как говорится, отдыхаем. А чем вы можете себя занять, пока находитесь дома? Так особо ничем не занимаюсь, просто с семьей провожу время и все. Ну, отличный повод, чтобы побыть в кругу семьи, отдохнуть. Самое главное — соблюдать те меры, которые нам предписывают. С другой стороны, время, данное на карантин, можно провести с пользой и дома. Например, на просторах интернета уже появились познавательные видео с советом, как посадить то или иное растение, чем заняться или что прочитать. Не забыта, конечно, и учеба. Многие университеты страны открыли доступ к бесплатным вебинарам и курсам. Ситуация с коронавирусом остается неизменной. Радует только то, что карантинные меры соблюдаются. Сегодняшний опрос показал, лишь единицы вышли из дома действительно по острой необходимости. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Карантин не повод сидеть сложа руки. Из-за нехватки масок в регионе преподаватели и студенты топливно-энергетического колледжа решили шить их в домашних условиях. Работу руководство колледжа начало еще до объявления карантина, приобретя материал на свои средства. Первую партию из 200 масок отправили в Москву и Санкт-Петербург нашим соотечественникам. За все время педагоги и студенты успели сшить более 1000 масок. Пошили 1000 с чем-то масок. 1000 из них мы через волонтерский центр, который организован на базе общественной приемной, передали в дар Министерству здравоохранения нашей республики. На данный момент мы добиваем тот материал, который у нас есть. В домашних условиях наши сотрудницы работают. Сейчас мы будем и по возможности территориальному центру маски дадим. Ну и сотрудникам нашим. У нас очень дружный, спаянный народ, поэтому я думаю, вот эту идею бы люди, если подхватили бы, она бы помогла бы врачам, в первую очередь врачам, от которых сегодня зависит наше здоровье, благосостояние наших близких. Еще одна полезная идея, реализуемая учебным заведением – сборка кварцевых ламп. Причем помогают в этом и неравнодушные жители региона. Так, Зураб Кузигов собирает их в своей мастерской. Приборы не только дают свет, но и обеззараживают помещение. Собрать ее можно из подручных материалов буквально за 10 минут. Обычный кабель-канал. Значит, вот такой вот дроссель. Дроссель крепится как раз аккурат вот в это пространство. Вот, и она практически на коленках все собирается. Вот эти скобки маленькие фиксируют ультрафиолетовую лампу. Лампу можно приобрести в каждом магазине медтехники, дефицита нету. Кварцевая лампа
генерирует ультрафиолетовое излучение длиной волны порядка 258 нанометров. Это бактерицидный спектр ультрафиолета, который, просвечивая воздух, обеззараживает воздух и все поверхности, на которые попадает излучение. Ламп 15-20 мы постараемся сделать. Тоже постараемся раздать эти лампы в те места, где чаще всего бывают наши граждане. Там, в магазинах, может, в некоторые больницы подгоним, сельские. Так. Ну и у себя в учреждении будем пользоваться. Апрельские перемены. Отмена комиссии банков в системе быстрых платежей, индексация социальных пенсий, мат-капитал. С сегодняшнего дня вступает в силу ряд новых законов. И это не первоапрельская шутка, а реальный факт. Изменения коснутся сфер налогообложения, страхования и соцобеспечения. Что изменится в жизни россиян, расскажет Дана Плиева. В связи с пандемией коронавирусной инфекции новые законы, стартующие в стране с сегодняшнего дня, направлены на поддержку населения. Так, президент страны Владимир Путин предложил установить оплату больничного не меньше 1 МРОТ в месяц. В 2020 году он равен 12 130 рублей. Нововведение коснется порядка 2 миллионов работников. Продлится новый порядок расчета до конца года, а после власти будут принимать решения с учетом ситуации. С 1 апреля максимальный размер пособия по безработице на 2020 год приравняет к МРОТ. При этом минимальная величина этой выплаты устанавливается на уровне 1500 рублей. Перемены коснутся социальных и государственных выплат. Пенсии вырастут на 6%. Так, соцпенсии увеличатся на 554 рубля и размер составит порядка 9600 рублей. В регионе повышение коснется около 28 тысяч пенсионеров. Согласно законодательству, социальные пенсии повышаются раз в год в соответствии с прожиточным минимумом пенсионера. Более того, при оформлении пенсии теперь у граждан перестанут спрашивать документ о стаже. Оформить мотокапитал теперь можно будет намного проще. Как только в едином госреестре записи актов гражданского состояния появится строчка о регистрации рождения ребенка, информация об этом вместе со всеми данными о нем и родителях поступит в Пенсионный фонд России. В ведомстве проверит, существуют ли какие-либо препятствия для выдачи сертификата на мат-капитал. Если все в порядке, то сертификат незамедлительно оформят. Меры поддержки людям готов оказать и Центробанк. Так, регулятор снизил значение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут выдаваться гражданам с сегодняшнего дня. Это сделано для того, чтобы сохранить доступность ипотеки на фоне, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения курса рубля. С этого дня состоится подключение к системе быстрых платежей Сбербанка. К нему уже подключены 52 банка. Они будут обязаны предоставлять через СБП возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду, платить за аудио или видеоконтент. Планируется предоставить возможность выплачивать по номеру телефона зарплату. Банки также начнут сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки. Это еще одна мера к повышению контроля за различными банковскими операциями граждан. Сами налоговые органы также смогут сообщать гражданам о имеющихся у них долгах по СМС, электронной почте или другим разрешенным законом способами. При этом делать это они имеют право не чаще 1 раза в квартал из согласия налогоплательщика. С 1 апреля российскую армию пополнит порядка 135 тысяч новобранцев. Весенний призыв продлится до 15 июля. В России пройдет и добровольный эксперимент по маркировке упакованной воды. Для этого будет использоваться двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит данные о продукте. Немало нововведений ждет и автолюбителей. Стоимость страхового полиса снизится почти на 2%. С сегодняшнего числа произойдет также автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку на ОСАГО за безаварийную езду. Владельцы автобусов также будут обязаны оснастить свой транспорт приборами для регистрации скорости. Отпущенный для этого срок истекает 30 апреля 2020 года. Контролировать наличие тахографов будут сотрудники ГИБДД. Задача приборов в том, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости и тем самым снизить число ДТП. Дана Плиева, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома